Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Показатели социально-экономического направления на стабильно высоком уровне. Об этом говорили на совещании в правительстве с участием главы региона. Нужно приложить все усилия, чтобы наладить более тесное взаимодействие власти и бизнеса. Близятся к завершению работы на главных стройплощадках Грозного. С инспекцией на месте побывал лично Рамзан Хаджикадыров. 90 завершенный был. До конца месяца шабеги был завершенный. 40 палестинских семей, проживающих в республике, получили по 100 тысяч рублей. Средства выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Всегда глава Чеченской республики оказывает нам такую помощь, кроме материальной, также духовной помощи. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. عمر كان عبد الله صباح ديال رئيس خيلتون ديال يلش والش تاع أصحابي أرتو خيتر يا رسول الله أي المؤمنين أفضل هديل يلش مؤمنا خأوجر ديكو هو ملاه دي تح يلش ديل يلش نقول صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا أوجر خز غلق دول شو قال شلوا خاطر ديل أصحابه يا رسول الله مؤمنا خأوجر حيق دول شو ملاه دي تح شيك يلش ديل يلش نقول صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى أوجر دقوه ولا الحيخ وشوق أتولن كيتش بيشوق يحيق دول شو هن إلى بيما صلى الله عليه وسلم عمر باه ديل رئيس كيتون تون ديل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هي بوسبنا شاي دومشك دنيا شعبرت خاتلش قيمة الله دا شاي برت خاتلي حاله هي بوسبنا شاش دنيا شعدول شاي عملش وزلش قادون دوش قيمة دينا الله دا شو عملش وزلي حاله عمر ياسمت قابيق شا ولو شا أنا سوديتك ديل رئيس كيتون دال ديل إرسنو شا يلسمن قابيق شا ولو شا تاندينا وح أخينا ويل خير عمر شي ديغي دودش شي ديغ تشيخوش يا ابن الخطاب تخن أمير المؤمنين خلقه والله شاديلس دوي مبوحون يا أمير المؤمنين شي ديغ أمير دشوس هي خطاب كانت لتتقين الله يديله كير ما يوزا كير الروحه يدال عازب يرمدوحون حيديغي برت خاطر بوشن مع الهدو هور دين أحيديغي خاطر تهن هوديك عمليتي أس هو عمليتي أس أي هو عملين يا هو عمل دوخ كوخ ولا ديل جيش ديخر أي ديك عملين يا إدال خاستن بر إديك عمل أوبولير تو الله ديل ديخر سند بعد ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حيق دول شو سجملوا إلشه شاول يزيق خوشه سولن كيتشن بيشق مو ولا عاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني غيل استج حيق دول شو استجملوا إلشه شيء أقلي لا دش دالم سوق إيه تنبير بر دالم سونجيش تقدر بوش تأكيد شب سبيش شقو إيلرتوه إخيت من الله دال بما بيزر تولن كي شب تو الله دال حلقة غيت كي شب بين شارع دويلوي إخيت من الله دال خير ما ديزر تو الله خير اللويلوين. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров провел расширенное совещание с руководителями министерств и с главами муниципалитетов. На повестке дня вопросы по социально-экономическому развитию региона. За последние 7 месяцев республика радует хорошими показателями. Подробнее в сюжете Висхана Закриева. Показатели социально-экономического роста стабильно высокие в регионе. Республика лидирует в федеральных рейтингах по всем аспектам. Однако есть еще над чем работать, подчеркивает Рамзан Хаджи Кадыров. Регион удерживает лидирующие позиции в различных рейтингах, а также находится на первом месте по эффективности органов исполнительной власти. Нам необходимо сохранить эту положительную динамику. Нужно приложить все усилия, чтобы наладить более тесное взаимодействие власти и бизнеса. За последние 7 месяцев увеличились объемы отгруженных товаров, увеличившихся на 12% и составивших более 150 миллиардов рублей. Объемы строительного производства, продажи и розничной торговли, об этом доложил председатель правительства Магомед Даудов. именно حباندوش من فينز ديانا شوزو سلوانو تقميلدياش правительство России كي دعوش عتاق ديان личный средства وبرезидент страны ديانا وديفيцит потребность ديانا يشتعيوزيتن صوتي عبوق барбандоша ويا несение изменений на Рамзан на 23 миллиарда 500 миллионов расход увеличить инаешь республика. Доход диана именно 23 миллиарда
пополнить яшки ахш диона وين республикин дела дош Рамзана Вацауэ ишкилят диона это мы угреду 7-8 миллиардов эти ахлавы. Также премьер-министр рассказал о том, что с начала этого года были выделены значительные средства из федерального бюджета для решения социально-экономического развития республики. Вчера дополнительно дел Рамзан Ахмадович 2 миллиарда 600 миллионов рублей на техприсоединение нового района имени Владимира Владимировича Путина и правительственного комплекса электрическим сетям. 2 миллиарда 500 миллионов рублей на строительство мусороперерабатывающего завода. 1 804 миллиона рублей для осуществления выплат участников СВО. 4 миллиарда рублей для покрытия дефицита средств по аэропорту Грозный, Северный, имени Ахмада Хаджи Кадырова, Далгазат область. 1 650 миллионов рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Доложил Магомед Даудов и о аудиторской проверке министерств и ведомств, в частности о выявленных проблемах с задолженностью неуплаты регионального налога на имущество организаций муниципальными учреждениями. Рамзан Хаджи Кадыров дал недельный срок для исправления ситуации. Он поручил этим заняться помощнику главы региона, секретаря Совета безопасности, начальника отдела безопасности главы республики Адаму Кадырову. Личный авторитет бандош диона юкмет Москва хуец боллирам ой пачал президент лахар бандош делгиетам бу Рамзан Мач Москва рейтинг российский дион общероссийский рейтинг шу диона первое место лидирующее местечко долоштош текущий дающий бюджет доксуна Рамзан Мач интияки субъект шуквая хитсал доноршал уж якира выпадающий доход ёлш дион 21 миллиард 30 миллиардов. Даже соседний дик ашех шу бошел дион яки республик даже проблемы шу таган харцавишани юк дигардин дион Рамзан Ахмад шарьера баан дион хакана мухчуна ахма аллара бюджетсие бюджетный хуманси забаш дион айотер йоти дион исуна хаитна дион дак хакана хаитна да мула ахсен билболтишма и оста хоччак бокарбу. Несмотря на санкционное давление, экономика Чеченской Республики продолжает уверенно развиваться. Только за первые месяцы 2025 года регион привлек новых инвесторов, как из разных уголков страны, так и из-за рубежа. Это говорит о доверии бизнеса и подтверждает правильность выбранного курса экономического развития. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона на этой неделе совершил ряд важных инспекционных выездов. Вместе с соратниками он осмотрел новый район имени Владимира Путина, проверил ход реконструкции улицы Шерипова и ознакомился с возведением правительственного комплекса зданий и медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике. Подробности далее в сюжете. Первая линия домов в новом районе имени Владимира Путина скоро откроется для новоселов. Рабочие занимаются фасадом зданий и благоустройством территорий. Оценить обстановку на объекте прибыл лично глава региона. Озеленение ящик был бешпу, посадж белотошпу, процентов 90 вот завершенный был, а там с середины месяца был, до конца месяца шабеги был завершенный был. Асфальт второй слой, руайный, 5 слоев был руайный, отлично будет освещение. Орнаментал, выбросные камни, современные работы, лишь собраться, что-то. Шаиди мели, что гуматон, умный район, але шаиди лишь что, охранный сами, что он, ну что он, что смел, знаешь, шаиди так, шик школаю, шик садикю, Амат, спортивный объект, социальный объект одновременно дается. Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с ходом возведения нового правительственного комплекса. На данный момент рабочие заняты отделочными работами и благоустройством территории. Подобному проекту аналогов нет, заявляет мэр столицы. На улице Шерипова работы выходят на финальную стадию. Дорога расширилась до 6 полос. Это обеспечит большую пропускную способность. Рамзан Хаджи Кадыров выразил благодарность всем задействованным в реализации этого проекта.
جودي خزابوهين أسوشيني современный гранит مشاركة دون وسنة عزاز دون بعبرجع شتى توي خزوا وبعكن دون بين أرجع يروحوا بخزن دون أسمعوا لنا عيسى أنا يشمر فبكون ديري سؤالات لازم نأخذ شيء من على الصوب اللي خلاص ياخذ ده عشان شون بيشوش هذا بنت صار بروفيشنال هذا بنت بعد شيء بروفيشنال يريد أصلا تعطيه ما صدق عشان هذا تقنيات الأبيض ده إيمان شو صوب بردوش دون داخل هيدور بيت داخل وقيت له هيدور شعبي قدك حاولدوش خليت لاش إيوه بيت داخل نيعنا لا تبغى مثلا. Также Рамзан Хаджикадыров побывал на стройплощадке комплекса зданий медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике. Здесь разместятся 7-этажный корпус стационара и 3-этажный блок поликлиники. 22 тысячи квадратных метров. Общая. Поликлиника, госпиталь. 7 этажей госпиталю, 3 этажа поликлиника. С переходом, чтобы есть переход. Глава региона поручил ответственным лицам обеспечить своевременную сдачу объекта. Yok объекты да. Они вещи вертолет надо, площадка, предусмотрено. По своему удобству, парк. Всякий объект, МВД еще качественно, последующий. И вот я еще очень, еще да, поэтому полтора да. Мой нет, а ничего, играть здесь да, не стень, что ты говоришь. Да, я балах, я что может занимать, чем балах не да. Не знаю, еще работа, что он وصلوا объектом качественно еще раз. Это плане аюэти полгода. Это плане аюэти уктошно, по-моему. Инши проекты по проекту, как бы я еще раз он По итогу инспекционной поездки глава республики остался доволен. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, отметил он. Ислам Ершов, Асхаб Кинимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном во дворце торжеств имени Дагуна Амаева отметили День работника дошкольного образования. Участие в ней приняли глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров, министр образования и науки Хошбау Дидаев и другие официальные лица. В ходе мероприятия особо отличившихся отметили наградами. Подробнее далее в сюжете. День воспитателей был учрежден недавно, но уже успел занять особое место в календаре. Поздравить с праздником прибыл глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками. С приветственным словом перед собравшимися выступил министр образования и науки региона Хошбау Дидаев. День дошкольного работника воспитателя Белгалдак. Республика Хада имсанна хаздяздяш идахоиз. Воспитатель дошкольное образование, кверт берлоцин, кверт догдоиз, воспитатель нохче матья дехче, قيتوش قيورخو المعن داقنا وعلمنش أجر خلزام نحا نخشي قام هلك خلر شدوج خيناح دلازة قبل دول آمد حاجسة أجر حال نيس ونخ قيتادين قدعة قيور نيق داقنا آمد حاج سندلا قيتق سنسيلا يزي دقالوش سنة ترنا سن إيسنا بركل ديريز خلبوغوتين. Рамзан Хаджикадыров подчеркнул значимость профессии воспитателя. Он призвал уделять большое внимание изучению и сохранению родного языка. بيرن شو أرمى دقن شو قدالو شو سن مطعم شان دين دعم سن الشغل ناخل دخوش شو أش عامين أش جيتنا سالير ده ده خلاص شان شو بيرو عاصم مطن بيت يتك سادة بيت مرت المحوس صح بيت أسبوع خينا شللا يتك سادة خيش صح نوتش مات بيت يتك سادة صاحو مات بيت صار شو مات بيت مثلا صديق هذا شو يلا أسقي مات عم بيت إنجليزي عم بيت كتاسي قيجو عم بيت دلعنا بيت فمات نوتش مات ويلي أشتغل شنو نحكي خروات شنو دامو شباب تاع شيستاد قالوا دكتيش دال شو ديال دويل دال شو نص وجههم عارف دويل دال ويبرتع مش يرسل دال دوينا هو دامو لا شو أسلوبش عندك قالوا دامو. В зале собрались педагоги дошкольного образования со всех уголков республики. Здесь находятся участники конкурса «Воспитатель года 2025». Победителю и призерам вручили почетные грамоты и денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. За третье место в конкурсе «Воспитатель года 2025» почетной грамотой и денежной премией в размере 300 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова награждается Манченко Юлия Викторовна.
За второе место в конкурсе «Воспитатель года-2025» почетной грамотой и денежной премией в размере 500 тысяч рублей награждается Чатаева Зулиха Мусаевна, воспитатель детского сада номер 18 Ирс, город Грозный. За первое место в конкурсе «Воспитатель года-2025» почетной грамотой и денежной премией в размере 1 миллиона рублей награждается Калмыкова Залина Анатольевна, воспитатель детского сада «Мишутка», станица Старогладовская. Сегодня руководством созданы все необходимые условия для полноценного дошкольно-образовательного процесса. В республике ежегодно открываются новые детские сады и идет постоянный процесс повышения квалификации воспитателей. Весхан Закриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В минувший четверг в доме главы региона прошел мавлид. Были приглашены богословы, последователи учения великого устаза шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, во главе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым. Собравшиеся посвятили вечер поминанию Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. В своих дуа они просили благополучия для всей мусульманской уммы. وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله وشهدوا وهجروا وله أروا وقد نصروا وبيضوا الفرد والمسكون واعتصموا لله واعتصموا بالله واعتصموا أزكى صلاة وأزكى وأشرفها يعطر بغدادين نشر На пост заместителя министра внутренних дел Чеченской Республики по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Али Тагиров. В связи с этим глава региона Рамзан Хаджи Кадыров провел встречу с министром внутренних дел Асланом Мирасхановым и новым заместителем. Он поздравил Али Тагирова с назначением и отметил, что тот с первых дней находился рядом с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, и посвятил всю жизнь служению Родине. Заместитель министра вопросу регистрации иностранных граждан банду делада общий вопрос безопасности дичалурду дала рейдон габертивел заслуженный кандидат погошаут мета дайма замат забошок виза забошок гад авиок шавуру қағида авиок дактиштует абуаберке бола далмосовуч маалтвед Дәлресол Далмула Абелтишем Рамзан Ахматович Ойлар Бахаусадон Daldı alır dalazat o buldu anda niye yavrum ve de kanser ona onu фабрикна остеholste ve de kanser aviogadok весино мелдуча. В ходе встречи также обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и правопорядка в регионе. МВД по Чеченской Республике демонстрирует стабильно высокие результаты. Уровень преступности в регионе в 7 раз ниже среднероссийского, а раскрываемость на 27% выше. По словам Аслана Ирасханова, ведомство по этому показателю занимает второе место в стране. Уважаемый Рамзан Ахматович, за текущий период на территории Чеченской Республики зарегистрировано 1840 преступлений. По раскрываемости по России МВД по Чеченской Республике находится на втором месте. Общая раскрываемость преступления составила 80%, что на 28% превышает среднюю раскрываемость. И преступления, что мелкие, Мелкие еще по России в общем, в целом, любое преступление раскрывает. Я считаю, в настоящее время оперативная обстановка в республике контролируется правоохранительными органами. Личный состав министерства находится на постоянном боеготовности. Там на выбор на значит 3 дня где-то 14 числа. По городу хлеющего мероприятия, день город, что практика еще безопасность совместно с силовыми структурами согласована, оперативный бобеж. Иншаллах на высшем уровне максимально усиленный режим главой. Затронули темы и нового санкционного списка. Глава региона в очередной раз подчеркнул абсурдность проводимой Западом политики в отношении людей, которые никогда не занимались государственными делами.
som hayatın meldo санкции şu avuzlar haç titsa çemte санкции şu avuzlar из страны разуда бер санкции şu оберн самое обидное что страна та юрит он даже санамет политики говорит на yoş zama doç le фонды доводи эльчон одер бидо zama дес вай цедизер вай бусал дин чатда ли трам вай илгш عادت чатда ли трам до сана киеш чазеш до деш медейза реальность я бешен شو سعيدي ده تساعد جايين لوش الانفورماتيسي دون ضبط مدير مساعد يابوني نو طبعا سانكشن نبوت طبعا يابوني ميشايو طبعا ميشايو جايين لو دوتش جايين لو делаешь больше ценде несмотря ни на что мы должны развиваться экономически социально политически безопасность в первую очередь еще те сюда он дарит то будет да диабет элиоз да Председатель правительства региона Магомед Даудов провел расширенное заседание Межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Под руководством Рамзана Хаджи Кадырова в республике проводится комплексная работа в этом направлении. Также активно оказывает адресную материальную помощь региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Комиссия бобящу вопрос кверт хундональча каждый день вопрос цан тогда гардуиз дуиз цун арда гарц цун не цу арбакм бол так что ма ара твам будабюч хардерги цивилизованный мир алар халдион хотя дион саршаш дештул хуманс дион шей иблис цивилизации дион хагайти ина дион ва пачалхан дула قيسم لا توش بديون قهوة قشبو وماك داسا دائما ويقدوش دوي بوغوش دويز ويسمحل ديز правительство администрация тхэн доогш де тхэк дылушки пар мосоки пар на васал дяша комиссия что непосредственно цель бог курирует би цан уешек тунт эда атрдон факт дон информационном плане беш был бог дабозита атрду. В регионе действует 28 мер поддержки. В их числе льготы по жилью и газификации, медицинская помощь, санитарно-курортное лечение, обучение и трудоустройство. С 2023 года медицинскую реабилитацию прошли более 160 участников СВО и членов их семей. Для ветеранов открыты специализированные медучреждения и кабинеты психологического консультирования. Об этом в своем докладе сообщил председатель комиссии, помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В регионе действует программа, состоящая из 28 региональных мер поддержки. Кроме того, в соответствии с техническим заданием от администрации президента Российской Федерации межведомственной комиссией проводится мониторинг по 93 пунктам предоставления мер соцподдержки участникам СВО. Кроме того, от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова семьям погибших участников СВО уплачиваются денежные выплаты в размере 1 миллион рублей и регулярно оказывается материальная и продуктовая помощь. Также от регионального фонда выделено 13 домов и квартир членам семей погибших и пропавших без вести участников СВО. По 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова получили около 40 палестинских семей, проживающих в регионе. Финансовую помощь передал заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Джабраил Абдулвагапов. Также он выслушал их вопросы и пожелания, добавив, что руководство региона готово оказать любую необходимую поддержку. По поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова мы сегодня передали денежные средства для всех семей, вынужденных переселенцев из Газы. Как мы все знаем, региональный общественный фонд имени Ахмат Хаджи Кадырова во главе Саймани Несина регулярно помогает материально, продуктово, все нужды закрывают. По поручению главы пристальное внимание уделяется подрастающему поколению переселенцев. Активно проводится адаптация самих граждан и также их детей. Дети учатся в школах, в вузах. Все, кто имеют образование, трудоустроены. Подобные акции фонда находят широкий отклик не только среди палестинских семей, проживающих в регионе, но и далеко за ее пределами. Всегда глава Чеченской Республики оказывает нам такую помощь.
кроме материальной, это и духовная помощь. Мы получаем психологическую помощь, это поддержка. И слова благодарности это недостаточно. Мы можем делать дуа, что Аллах даст глава Чеченской Республики здоровья, долгожизни и чеченский народ благословения. В Грозном подвели итоги 13-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». В этом году на конкурс поступило более 500 работ из 72 региональных радиостанций. Награждение победителей проходило по 3 номинациям. Помимо победителей наградили и отличившихся сотрудников СМИ. Им передали дипломы, благодарственные письма и денежные призы. Среди них и сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Расул Баймурадов. Подробнее об этом событии расскажет Лиана Хаджиева. Свыше 100 лучших радиоведущих и гостей из 50 регионов России принимают участие в радиофестивале «Голос Кавказа». В этом году конкурс приятно удивил высоким уровнем представленных работ. Всего для участия было отправлено более 500 заявок со всей страны. Сегодня у нас проходит 13-й Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На мероприятии у нас сегодня приглашены, уже присутствуют около 100 гостей из более 50 регионов нашей великой страны. Мы сегодня будем чествовать, награждать победителей конкурса радиожурналистов по 3 номинациям. Это тематическая программа, информационная программа и утреннее шоу. Среди почетных гостей фестиваля председатель правительства Магомед Даудов, помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности, начальник отдела безопасности главы региона Адам Кадыров, первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Эсатум Хаджиев, заместитель председателя правительства республики по силовому блоку Абузейд Бисмурадов, помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие официальные лица. Сегодня подводим в 13-й раз итоги ежегодного Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Очень приятно отметить, что география данного конкурса, участников данного конкурса ежегодно расширяется. В текущем году более 500 работ было отправлено на данный конкурс из самых разных регионов нашей страны. Данный проект, он способствует гармонизации межнациональных отношений, способствует единению журналистского сообщества нашей страны перед лицом различных угроз и вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной. Председатель правительства региона Магомед Даудов зачитал приветственное слово главы республики Рамзана Хаджи Кадырова, в котором он отметил роль СМИ в обеспечении безопасности и социально-экономического развития России в условиях ведения специальной военной операции. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей радиофестиваля «Голос Кавказа» в памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В этом году он проходит уже 13-й раз. Фестиваль, на который было подано более 500 заявок, объединил не только Кавказ, но и всю нашу страну. Важной задачей сегодняшнего дня является взаимодействие государства, общества и СМИ в целях обеспечения безопасности и устойчивости устойчивого социального академического развития России. Роль СМИ в этом процессе велика, особенно после начала специальной военной операции. Как вы знаете, Запад ведет против России в том числе и информационную войну, подключив к этому всю мощь своей медиапропаганды и ресурсы спецслужб. Мы видели, какими подлыми и коварными методами они пользуются, когда на рубеже веков они попытались развязать на территории нашей страны военный конфликт. Эта массированная атака потерпела поражение благодаря политической воле президента России Владимира Владимировича Путина и личному подвигу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ходе мероприятия наградили отличившихся сотрудников СМИ. Им передали дипломы, благодарственные письма, а также денежные призы. Среди них и сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Расул Баймурадов. Уже второй раз присутствую на данном фестивале «Голос Кавказа». Конечно, каждый раз все красочно, танцы, песни. И это место, где отдыхают работники радио, где они общаются.
Кульминацией мероприятия стало торжественное награждение кубок в номинации «Ежедневный информационный выпуск» получила специальный корреспондент радиоканала «Липецк ФМ» Татьяна Власова. В номинации «Тематическая программа» первое место заняла корреспондент службы радиовещания ЧГТРК Грозный Мадинатов Султанова. И победителем в номинации «Утреннее шоу» стал главный редактор радиоканала «Говорит Майкоп» Нальби Хачмахов. Прежде всего скажу, что для меня большая честь находиться сегодня в этом зале, в городе Грозном, в прекрасном городе Грозном, на этом замечательном фестивале и быть среди победителей. Честно говоря, мы не ожидали такого успеха, но это очень приятно, и что нас оценили, тем более, что мы заняли первое место. После награждения состоялся гала-концерт, где перед собравшимися выступили артисты не только из Чеченской Республики, но и из других регионов России. Всероссийский конкурс «Голос Кавказа» – это масштабный проект, проводимый Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Проект позволяет талантливым радиожурналистам поднять актуальные темы и обсудить насущные вопросы. Лиана Хаджиева, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В Грозном состоялось торжественное построение в честь 25-летия со дня образования ОМОН Ахмат-крепость на транспорте Управления Росгвардии по Чеченской Республике. В нем приняли участие помощник главы субъекта, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров, заместитель председателя правительства Абузейд Висмурадов, начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов, а также командиры и начальники подразделений. Обо всем подробнее расскажет Висхан Закриев. С первых дней своего существования бойцы ОМОН «Ахмат-крепость» на транспорте зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, активно участвуя в антитеррористических операциях, обезвреживая боевиков и обеспечивая безопасность мирного населения. Сегодня сотрудники отряда продолжают добросовестно исполнять свой долг, охраняя объекты транспортной инфраструктуры и сохраняя спокойствие и порядок среди граждан. На торжественном построении, посвященном 25-летию со дня образования ОМОН «Ахмат-крепость» на транспорте, присутствовали помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности, начальник отдела безопасности главы Адам Кадыров, заместитель председателя правительства Абузейд Висмурадов, начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов, министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов, а также командиры и начальники подразделений Росгвардии. Перед началом мероприятия гости возложили цветы у мемориала первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За годы своего существования личный состав прошел героический путь и продолжает успешно решать поставленные задачи. Бойцы доказали свою эффективность и в зоне специальной военной операции, подчеркивает начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов. Управление Росгвардии Тарафи, Вайпач, Рамдан Аджина, Дагер, Баркал Дерес, Валя, Сотудам, Вала, Амд Аджиният, Я, Вайджасан Нелду, Вайдер, Саца Пошам, Ваният, Я, Ахюкша, Теда, Ахюкш, Таурду, Вайдам, Вала. Затем к бойцам обратился заместитель председателя правительства Абузейд Висмурадов. Он подчеркнул важность службы бойцов во благо Родины и призвал их следовать примеру Ахмата Хаджи Кадырова. Помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности, начальник отдела безопасности главы Адам Кадыров поздравил сотрудников ОМОН «Ахмат-крепость» на транспорте, пожелав им успеха и дальнейших достижений.
Министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов выразил благодарность сотрудникам за значительный вклад и заслуги перед Отечеством, отметив верность пути Ахмата Хаджи Кадырова. Желаю вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Veže v любой спецоперации, да вам юдоше, могу что, влазаться веш, возьме жуда, хилшудро, уяма даже нет, да, мог что кюна ложу, вы мехли назад платить, тяжестно, далеко больше, юда, когда было больше. Ахмат сила Аллаха. После официальной части командир отряда Абдулкарим Кадыров вручил памятные юбилейные медали 25 лет ОМОН Ахмат крепость на транспорте Адаму Кадырову, Шарифу Делимханову и Аслану Ирасханову. Кроме того, отличившиеся представители подразделения получили награды в виде нагрудных знаков и почетных грамот. В завершение собравшиеся сделали памятные фотографии. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, Неделя. В Чеченской Республике прошли выборы в 5 муниципальных образованиях. В городе Аргун, Шатойском районе и Гудурмесском городском поселении голосование состоялось по партийным спискам, а в Новобино и Гойчу по мажоритарной системе. Голосование охватило 4 района республики. В выборах приняли участие 273 кандидата от 3 политических объединений: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия за правду» и «Самовыдвиженцы». Подробнее в сюжете Лианы Хаджиевой. В Шатойском районе с утра оживленно. Жители приходят на избирательные участки, чтобы определить, кто будет представлять их интересы в местных органах власти. Голосование проходит на 22 избирательных участках, которые обеспечены телефонной связью и технологическим оборудованием. За мандаты борются 47 кандидатов от 3 партий. Глава муниципалитета Руслан Акаев проинспектировал участки и сам принял участие в голосовании. Сегодня в Шатойском муниципальном районе проходят выборы Совета депутатов 5-го созыва. Голосование организовано на 22 избирательных участках, где жители Шатойского муниципального района принимают участие в выборах советов. Общее число избирателей составляет 12 171 человек. Активно проходят выборы и в городе Аргун. На 17 избирательных участках голосуют за 85 кандидатов от 4 партий, претендующих на 20 мандатах. На участках созданы все условия для комфортного и безопасного голосования. Исполнить свой гражданский долг прибыл мэр Аргуна вместе с начальником ОМВД России по городскому округу Зауром Насухановым. На избирательные участки приходят люди разных поколений. Здесь молодежь, взрослые и все, кому не безразлично будущее своей республики. Я считаю, что каждый обязан проявить свой гражданский долг, прийти проголосовать. С утра мы всей командой пришли проголосовать и выбрать тех, кто будет в будущем представлять наши интересы и от которых будет зависеть качество нашей жизни в дальнейшем. В селе Гойчу Урус-Мартановского района также прошли выборы. В поселении зарегистрировано 2469 избирателей. Для проведения голосования организован один избирательный участок. Выборы проходят и в селе Новый Биной Гудурмесского района. Здесь выбирают депутатов сельского поселения. На 10 мандатов претендует 21 кандидат. Голосование проходит по мажоритарной системе. Помощник главы республики Тамадат Тейпа Биной Ахмат Хаттатаев также принял участие в голосовании.
В Гудермесе, как и в других районах республики, сегодня проходят выборы. 101 кандидат от разных партий претендует на 24 мандата. Ход работы участка проверил глава администрации Гудермесского муниципального района Хамзат Магомадов. районный совет депутат ши сельский юртах города шинха выбор шует аюч важность неха улкш хажи сер улкш эда сер юшер харш депутат буш мелолтек аравал выбор шдик хаушу. После завершения голосования стали известны итоги муниципальных выборов. Из 80 кандидатов «Единая Россия» получила 66, КПРФ и ЛДПР по 5, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» 3 и 1 кандидат у самовыдвиженца. Председатель избиркома Умар Байханов заявил об отсутствии нарушений и поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова за поддержку в организации избирательного процесса. Выборы прошли на очень высоком уровне, без каких-либо нарушений, жалоб. Не было никаких обращений. Период выдвижения кандидатов, а потом на этапе проверки и регистрации кандидатов. В этой связи хочу поблагодарить главу Чеченской Республики за оказанное содействие в организации подготовки и проведения выборов. Избранные депутаты в скором времени приступят к исполнению своих обязанностей. Их главная задача – представлять интересы жителей и способствовать развитию своих районов. Лиана Хаджиева, Хава Ахмадова, Юсуп Ижиев, Артур Хациев. Неделя. В Натеричном муниципальном районе прошла встреча директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики с руководством и местными жителями муниципалитета. Говорили об итогах совместной работы за прошедший год, а также отметили важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Подробности далее в репортаже. В ходе рабочей встречи директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслана Абдуллаева с руководством Натеричного муниципального района были подведены итоги совместной деятельности за прошедший год, а также определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, после чего состоялась встреча с активом района, где обсудили промежуточные итоги реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания молодежи. Основное внимание уделялось таким важным аспектам, как укрепление семейных устоев и сохранение традиционных ценностей. Аслан Абдуллаев выразил благодарность собравшимся. Лишь общими усилиями мы сможем сохранить традиционные, культурные и духовные ценности, подчеркнул он. Глава Натеричного муниципального района в свою очередь поблагодарил Рамзана Хаджи Кадырова за пристальное внимание к духовному развитию. Департаментом проделывается огромный объем работы в рамках единой концепции духовно-нравственного воспитания. Идет взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами. Единая концепция реализовывать еще мягкие омруца и разработать и
За истекший период текущего года на территории Надтеречного района проведены более 3000 мероприятий различной формы, направленных на развитие нравственности и воспитание молодого поколения. В сегодняшнем мероприятии приняли участие духовенство района, совет старейшин, сотрудники отдела внутренних дел, руководители общеобразовательных организаций района, педагоги общеобразовательных школ. Такого рода мероприятия у нас в районе проходят ежеквартально. По реализации единой концепции «Ошакехдой» har sano мероприятие шана терешинко аштаха хор кварталяха хульшо юайт ак ишколшкаха по реализации единой концепции табиуч бог бол бубеш қиет ваш қиран так вемех дена пачахан рамзан хажина баркал алордер вада мулахат эйошл хэн чуха ният хака хега бол ният дохвада мула. Такие мероприятия проводятся во всех районах республики для обсуждения и передачи духовно-нравственных ценностей подрастающему поколению. Лиана Хаджиева, Сет Амин Ибрагимов. Неделя. В селе Шалажи Урус-Мартановского района завершилось строительство берегозащитных сооружений на правом и левом берегах реки Шалажи. Торжественное мероприятие посетили министр природных ресурсов и экологии Республики Шаркуди Абдулазизов и глава администрации района Шамиль Куцаев. По поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова проект разработать на хукаду харбил шбина сейцарах акдон хук багар хуйцарах ак докку даггар баркал аля уй лерами волчмех дейна Рамзан Ахматовича. Жители села поблагодарили строителей и представителей власти за реализацию столь значимого проекта. Общая протяженность защитных сооружений составила 4600 метров. Это обеспечит защиту около 160 жилым домам и значительно снизит риски оползней и затоплений. Усилительно ючоина ючобох букас хайкарт мелхис кана дерсиде дерес хуил кана хул ебох байтан свой пачана дерес хуил. Также в рамках мероприятия в реку Асса выпустили более 7500 мальков каспийского лосося для восстановления популяции рыбы и поддержания биологического баланса. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.